أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Продолжаем чтение книги Канзуль Ирфан Мухаммад Асхат аль-Эрбили, глава о исламе и об имане. Мухаммад саллаллаху алейхи салям говорит: «Аль-исламу ан ташхада ан ла илаха илля ва анна Мухаммадар Расулуллах, ва туқима ас-салата, ва ту'та аз-заката, ва тасума Рамадана, ва тахиджа аль-байта, ин истатата илейхи сабиля». То есть ислам – это произнесение свидетельства, то есть шахада. Что такое свидетельство? То есть мы говорим, что я присягаю, клянусь, что ашхаду алла иляха илля, что нету никакого божества, существа, вещи, идеи, достойного поклонения, кроме как Аллаха. Ва анна Мухаммадан Расулуллах. И то, что Мухаммад его достойный посланник, что он последний посланник, который полностью завершает миссию посланничества со стороны Аллаха Субханаху ва Тааля для людей, обитающих на земле. Ва туқима ас-салата. И чтение, выстаивание молитвы, чтение намаза. И ва ту'та аз-заката. И от своего богатства уделение какой-то части для пожертвования бедным, потому что про это Мухаммад саллаллаху говорит, что это не ваше. Если у вас появилось богатство, достаточно того, что определено по шариату выделить, для того, чтобы выделить оттуда какую-то часть, вы должны отдать, потому что это не ваше. Если вы даже будете вкушать, принимать как пищу или одеваться из этого богатства, из того, который вы должны отдавать как пожертвование, как закат, то это будет считаться, что вы поедаете, употребляете то, что вам не принадлежит, чужое. И это будет харам. И вот асума Рамадана. И целый месяц, во время месяца Рамазана, пост, ураза. И ватахиджуль байта. Совершение хаджа к Каабе, в Мекку. Инистатата илейхи сабиля. Если есть у вас возможность, если вы можете. Что такое возможность? Инистатата илейхи сабиля, то есть если у вас есть богатство, достаточно для того, чтобы совершить этот путь. И если у вас есть, кроме этого, что оставить своей семье, чтобы до вашего возвращения, чтобы они жили безбедно, то есть они могли просуществовать, и чтобы по пути следования на хадж все было спокойно, не было войн, чтобы вы могли спокойно достичь, и к этому еще инистатата или сабиля, к этому еще относится и здоровье человека, мусульманина. Если все это есть, то на вас. То есть мы понимаем, что произнесение шахады для всех обязательно, беспрекословно. Нету никакой категории для того, чтобы он не произносил ашхаду алла иляха илля, ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Вторая, то есть чтение намаза, обязательно до тех пор, пока у тебя движется голова. То есть, если ты даже в лежачем положении и можешь двигать головой, на тебе обязанность молитвы, намаза. Ты должен читать, то есть делая движение, изображая движение рукук или еще глубже саджда, ложась на правый бок лицом в сторону киблы или же ложась на спину ногами в сторону киблы и должен двигать головой. Но если ты уже не можешь двигать головой, тогда с тебя снимается пост. Если у тебя позволяет здоровье, если ты не в пути, не мусафир и не больной, это прочерчивается в Коране, отчетливо говорится в Коране. То есть, первое для всех, второе до тех пор, пока движется часть тела, то есть движется голова,
Третье, если позволяет твое здоровье, то есть пост ураза во время Рамазана, если позволяет твое здоровье, и если ты не в пути, а живущий в своем родном, или как муким в одном месте больше 15 дней, и если ты здоров, то можешь держать пост. Но следующие два для богатых людей, у которых имеется богатство, то есть выдача закята, пожертвования, милости, закят из тех лишних богатств, которые у тебя имеются, и хадж тоже для богатого человека. Но хадж еще представляется тем, что у тебя должно быть не только богатство, но должно быть еще и здоровье, и должно быть спокойно на пути следования на хадж. Аль-Исламу юджибу ма кана каблаху. Ислам стирает все те грехи, которые были до принятия ислама. То есть, если человек принимает ислам, этим самым Аллах Субхану ва Тааля стирает все прежние его грехи. И начинается отсчет с того момента, с которого он принял ислам. Говорит, кроме права другого человека. Что такое право другого человека? Право другого человека, если ты не обидел кого-то, если ты обидел кого-то зазря, будучи мусульманином или не мусульманином, даже придя в ислам, ты должен об этом помнить и попросить у него прощения. Может, ты у него отобрал что-то, может, ты его оскорбил, может, ты его ударил или что-то, но это право раба Аллаха. Ты должен восполнить это право, ты должен оплатить, даже если принял ислам. Но все остальные грехи, кроме того, что если ты уже не придерживаешься этих грехов, все они стираются. Говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране. То есть мы полностью меняем все ваши негативные, плохие дела, превращая их в хасанат, благие дела. Аль-иману биль-кадари юдхибу л-хамма валь-хузна. Вера в судьбу отвращает от вас все бедствия и все ваши несчастья, то есть все ваши горести. Если человек верит в судьбу и принимает судьбу так, как есть, от Аллаха, хорошее и плохое, все идет от Него. Если он так думает, то если он поверил в это искренне, он не будет горевать. Он не будет считать что-то бедствием для него. Он будет считать это как урок, что Аллах Субхану ва Тааля, насылая на него какое-то несчастье или бедствие или болезнь, он просто его подправляет, он выводит его на прямой путь, говоря: «О, мой раб, вот здесь ты ошибаешься, вот ты должен здесь быть терпеливым, вот здесь ты должен потерпеть чуть-чуть и должен знать, что все то, что у тебя, все, что на тебя свалилось сегодня, все это от меня в виде какого-то подарка. Подарок такой, что я этим тебя воспитываю», как бы говорит Аллах Субхану ва Тааля нам. Аль-иману гафифун ганил махарими, гафифун ганил матамир. То есть иман отвращает от тебя такие плохие твои качества, как жадность, как стремление к чему-то чужому, как к стремлению что-то охватить, стать побогаче, стать таким сильнее, стать выше других. То есть аль-иману гафифун ганил махарими, гафифун ганил матамир. То есть он, иман, вера в Аллаха защищает тебя от всех плохих, нехороших качеств. الإيمان والعمال قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. Иман и благие деяния и амаль, они как бы два брата, два родственника. Они не могут существовать друг без друга.
То есть, если ты считаешься уверовавшим, для того, чтобы уверовать, нужно произнести языком, что да, действительно, нету никакого божества, существа, вещи, идеи, достойного поклонения, кроме как Аллаха, и что Мухаммад, его достойный посланник и пророк, и укрепить это в своем сердце, и действительно подтвердить это в своем сердце, и в то же время этого будет недостаточно в какой-то степени. Да, он будет считаться верующим, но для того, чтобы достичь довольства Аллаха, мы должны совершать деяния, амаль, благие деяния. Только в этом случае мы достигнем довольства Аллаха, и Он поведет нас теми путями, которые Он облагодетельствовал в этом мире, и введет в гущи рая, иншаллаху та'аля, после судного дня. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحالي ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمال. То есть иман – это не внешнее изображение качеств аулия, дорогих друзей Аллаха, приближенных Аллаха, тем, что ты изображаешь, или то, что придерживаешься тех движений, тех качеств, которые они придерживаются. Нет. Иман, вера в Аллаха – это то, что входит в твое сердце и успокаивает твое сердце, и человек становится убежденным в сущность, в единственность Аллаха, и убежденным, что единственность, пророческую миссию пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Аль-Ислам валь-Иман. Есть много вопросов по этому поводу. Некоторые говорят, что иман стоит выше, чем ислам. Некоторые говорят, что ислам стоит выше, чем иман. Мы же говорим, что иман и ислам – это вместе. Посмотрим, если возьмем ислам, то первый столб ислама – это иман. Ашхаду ан ла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. То есть шахадат, свидетельство. Все остальное потом идет амаль. Если посмотрим иман, то есть верующий человек, как объясняет Аллах Субхану ва Тааля в своем Коране, своими словами, что верующий человек – это тот, который совершает благие дела. «Илля лладзина аману ва амилу салихат». Есть некоторые вопросы, говорят, кто же лучше, уже обращаясь к человеку, му'мин или муслим? Мы же говорим, что мы вместе всегда стыкуем и говорим «му'мин мусульман». То есть никогда стараемся избегать одного слова чисто мусульманин или му'мин. Но даже если мы говорим, что мусульманин, то подразумеваем, что там и му'мин. Когда же говорим, что это му'мин, то подразумеваем, что он одновременно и мусульманин. В татарском языке это звучит как му'мин мусульман. То есть всегда они вместе идут, так же, как и иман и ислам. То есть хочу сказать, что это не повод для споров, что выше и что ближе Аллаху. Нет, мы люди, которые Аллах Субхану ва Тааля привел через Адама, алейхиссалям, сделал уммой Мухаммада, саллиллаху алейхи, мы му'мины мусульмане. Одним словом, мы мусульмане, уверовавшие в Аллаха и совершающие благие дела. И что бы мы ни делали, нужно делать это все искренне, с крепкой верой в своем сердце, что Аллах Субхану ва Тааля будет доволен нами и вознаградит нас, и ниспошлет все свои блага в этом мире и убережет нас от зла огня гиены. И всегда молим Аллаха: «О Аллах, дай нам все те блага этого мира и все блага будущего мира, ахирата, и убереги от зла огня гиены. Раббана, атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар». Аллаху акбар.